думаю сейчас, как представить следующего спикера. Думал там начать там генеральный директор, Карадеңіз продакшн, потом решил сказать просто Эльзара Ислямова. Когда мне Мухаммед Алибей дал такое творческое задание написать свою историю успеха, я, конечно, с одной стороны, меня это очень польстило, раз считают мою трудовую деятельность успешной, но с другой стороны, немного озадачила, потому что я как-то не сильно там было времени разбираться со своей карьерой, но хороший повод все-таки вот разобраться со своей деловой жизнью. Хочу, конечно, не лукавить, сказать, что карьера в моей жизни всегда занимала важное место, пусть не первое, но важное. Вот, хотя мой муж все равно считает все-таки первое. Вот, но в любом случае основой моего успеха, безусловно, является моя семья, сперва в которой я родилась, потом которую я уже сама создала. Конечно, в первую очередь от них это всегда была поддержка, понимание, где-то определенный азарт, увлеченность, ну и какое-то вот действительно соучастие в моих проектах. Во-вторых, это, безусловно, образование. Я сама по специальности финансист. Также я закончила аспирантуру и докторантуру, защитила кандидатскую диссертацию и защитила степень MBA в Академии народного хозяйства. Ну и еще непосредственно, что является основой успеха, конечно, как я считаю, это мое упорство и труд, нацеленность на результат. Ну, это неотъемлемый рецепт любого успеха, он касается также и меня. Без этого невозможен, безусловно, успех. Ну, из всех организаций и предприятий, в которых мне пришлось работать, назову лишь те, которые были более для меня значимы, где я реализовалась топ-менеджером. Это Таврический национальный университет имени Вернадского, это транспортная компания холдинг SimCity Trans, это Queen Group, дистрибьюторская компания, медиахолдинг АТР и Карадеңіз Продакшн. В каждой из этих компаний, безусловно, были свои задачи, сложности и не одни, которые необходимо было решать. Я лишь назову самые существенные, преодоление которых требовало от меня больших сил и благодаря которым, собственно, я и состоялась, как бы, мой скромный успех. Итак, Таврический национальный университет, где я проработала 15 лет доцентом кафедры менеджмента и маркетинга. Вообще это неотъемлемая часть, безусловно, моей жизни, потому что помимо того, что я постоянно старалась образовываться, это еще и возможность преподавать нашим студентам. В любом случае, это время для меня, ну, как я считаю, что, конечно, в главной жизни это то, что это время научило меня, помимо получения знаний, умению аналитически мыслить и, самое главное, уметь как бы работать на такие длинные дистанции, уметь распределять свои силы, систематизировать свою работу и поэтапно двигаться к результату. Уверена, что основные такие навыки менеджера я именно получила, пройдя вот этот путь. Ну, транспортная компания SimCity Trans. Когда я пришла на это предприятие, я буквально после нескольких месяцев защиты диссертации, это уже было достаточно крупное предприятие, которое уже работало на рынке более 2 лет, имело штат около 300 человек и долю рынка в Симферополе 12%. Стояла задача повысить эффективность всех процессов, экономической, производственной, кадровой, финансовой, увеличить долю рынка, причем не только по Симферополю, но и по Крыму, причем повысить узнаваемость бренда, сделать высокоприбыльным и построить такую инновационную автобазу. Задачи были достигнуты благодаря, безусловно, команде, которая прежде всего была замотивирована на то, чтобы сделать SimCity Trans титульным предприятием, таким национальным брендом, потому что 80% наших сотрудников были крымскими татарами. Мы достигли эту задачу. В 2008 году мы построили самую современную в Украине автобазу с использованием 3 инновационных энергосберегающих технологий. Доля рынка не только по Симферополю, но и по Крыму уже составляла около 30%, штат сотрудников более 400 человек, и, конечно, это была высокая узнаваемость бренда. Высокая прибыльность SimCity Trans позволяла нам инвестировать в строительство автобазы и покупку новых автобусов, а также в создание новых компаний. Это и компания «Раба», это и рекламное агентство «Элеганс», дистрибьютор автомобилей «ФАВ» в Крыму, и, конечно, покрывать ежемесячные текущие расходы медиахолдинга АТР, который мы приобрели в 2011 году. Ну, самой главной сложностью тут был, конечно, наверное, то, что дифференцированный бизнес требовал различных финансовых подходов каждой компании холдинга, и было важно сложить все это воедино для достижения результатов. Ну и второе – это управлять, конечно, большой командой, которая вместе с медиахолдингом АТР уже на тот момент составляла 1200 человек.
Ситуация усложнялась тем, что мы были очень такой быстрорастущей компанией. Наш владелец не уставал нам ставить новые задачи, и нашему коллективу было очень сложно проходить вот такие изменения в скоростном режиме, поэтому отдельным достижением можно считать, что мы эффективно справились с управлением изменениями. Queen Group – это дистрибьютор автомобилей «Шанс», затем ФАВ. После кризиса 2008-2009 года наш московский холдинг после дилерства General Motors перешел на сегмент автомобилей, бюджетных автомобилей. Стал дистрибьютором в России марки «Шанс» Теланос Запорожского автозавода и затем дистрибьюция китайских автомобилей ФАВ. Несмотря на то, что это было время падающего рынка, мы смогли ежегодно продавать около 22 тысяч автомобилей в год. Моей задачей было больше управления финансовыми потоками, работа с банком и заводом, использовать различные финансовые инструменты для того, чтобы обеспечить бесперебойную поставку с завода дилерам. Я скажу, что это был мощнейший опыт по применению таких финансовых инструментов и в очень больших размерах. Наш медиа-холдинг АТР – это самое любимое время мое. Могу сказать, что это время было хоть и самое сложное, но можно сказать, что меня практически бросили в такую ледяную воду и поставив перед нами задачу, чтобы это был телеканал номер 1 в Крыму. Хорошо, что мне как-то один из преподавателей MBA говорил, что самый лучший бизнесмен и самый лучший собственник бизнеса – это тот, кто ставит задачи перед менеджментом такие, которые при первом приближении кажутся невыполнимыми, и при втором тоже. Поэтому вот такая ситуация была. Скажу, что это был самый сложный опыт, потому что это была абсолютно другая сфера. Это не совсем сфера бизнеса, это сфера творчества, это сфера влияния, сфера политики, возможно. И в том состоянии, в котором мы приняли тогда АТР, оно, конечно, не внушало оптимизма, что мы можем достичь этой задачи. Не могу не сказать, что у меня не было, конечно, минут слабости, были, но все-таки такая перспектива позора, что я могу справиться, не смогу справиться с этой задачей, конечно, приводила меня в чувство. Но потом мы сами не заметили, как всей командой мы действительно влюбились в это дело. Самой главной мотивацией для нас стало то, что мы делаем что-то очень глобальное, очень стратегическое для нашего народа. Что с помощью канала мы меняем мировоззрение крымских татар, что мы разворачиваем каждого крымского татарина друг к другу, что мы объединяем, показываем достижения, нашу богатейшую историю, способствуем активности нашего народа участвовать во всех процессах, которые происходят в Крыму. Мы буквально, скажу, что мы были действительно заражены любовью к своему народу, и мы получали и обратную связь от своего народа. Мы видели, как выпрямляется осанка у нашего народа. И поэтому мы с такой самоотверженностью трудились и с такой скоростью. Когда я говорю, что телеканал АТР до своего закрытия при новом владельце с новой командой проработал всего 3,5 года, у всех ощущение, что не может быть, нам кажется, что все лет 10. Настолько мы много работали и с такой скоростью. Конечно, нельзя не отметить, что мы очень многому учились, причем всей командой. За 3 месяца наш штат увеличился до более 200 человек, и мы приглашали очень много профессионалов в сфере журналистики, режиссуры, операторского искусства, и для того, чтобы сделать профессиональную команду. Потому что, чтобы сделать телеканалом номер 1, без профессионализма и только там на инвестициях мы бы этого не смогли достичь. Поэтому телеканал достиг своей задачи, и это было действительно потрясающее время. Мы хотя работали круглосуточно, но, мне кажется, все сердца крымских татар бились в унисон. Мы были все единомышленниками. Возможно, взгляды у нас были достаточно разными, но мы все действительно шли к одной цели. Мы стали телеканалом номер 1 из 36 каналов, которые вещали в Крыму, включая центральные каналы России и Украины. Мы занимали первые позиции, делились телеканалом Интером и Плюсами. Медиахолдинг за счет поступления доходов от рекламы мог полностью уже к концу 2013 года покрывать свои операционные расходы на уровне $250 тысяч ежемесячно. Наш медиахолдинг расширился, был открыт тогда детский канал «Ля-Ле», портал новостей 15 минут, и было приобретено радио «Лидер». Караденис Продакшн. Этот этап деятельности, он был где-то даже вынужденный, и возник, когда крымские татары в силу определенных обстоятельств, известных нам событий, потеряли свое главное медиа на своей родине. И понимая, в каком депрессивном состоянии
находился наш народ, и понимая потребность в таком медиапродукте в Крыму, мы решили вместе с командой, которая осталась в Крыму, создать продакшн, в рамках которого мы могли бы продолжить те идеи, те цели, которые и стояли перед телеканалом АТР. А это сохранение национальной идентичности крымских татар, развитие культуры, образование, моральных императивов, знание истории, сохранение родного языка и препятствование влиянию агрессивной внешней среды в части ассимиляции. Нашей задачей также являлось через различные культурные, образовательные проекты способствовать объединению крымских татар в Крыму и во всем мире. Для реализации этих задач мы создали интернет-портал «Crimean Tatars Club». Это такая мультимедийная энциклопедия о крымских татарах и о Крыме. И те результаты, которые мы ежегодно получали, сводные, свидетельствовали о том, что у нашего народа такая неутолимая потребность в знаниях о себе, причем как в исторической перспективе, так и в настоящее время. Ежедневно мы выпускаем 10-12 сюжетов. За 5 лет мы выпустили около 13 тысяч видеоматериалов. На сегодняшний день нашими подписчиками стало более 200 тысяч человек. По количеству просмотров наблюдается неуклонный рост. Только за 2020 год наш материал за год просмотрело 43 миллиона раз. Конечно, нас такие результаты, безусловно, воодушевляют и толкают нас на новые подвиги. Поэтому мы продолжили ежегодный масштабный детский проект «Джан Лисес», благодаря которому мы открываем не только талантливых детей, но и приобщаем, пропитываем детей нашей культуры. Мы закладываем в них, благодаря таким проектам, такие вот зерна настоящего патриотизма. Мы создали новый музыкально-юмористический проект «Хрымдай Аша». Сняли первый детский художественный фильм «Хыдыр Дыдэ». Мы уже сняли 2 сезона и показали 10-серийного юмористического сериала «Шаматалы Хоранта». Провели 2 крымско-татарские книжные ярмарки. Открыли круглосуточный канал QTV. Открыли детский YouTube-канал «Дингильдай», сняли очень много музыкальных клипов, клипы на стихотворения, а также документальные фильмы. Вот прямо сейчас мы проводим с вами первую ярмарку народных достижений. Конечно, еще много-много проектов, которые невозможно перечислить вот в рамках моего выступления. Вот. Но если говорить о сложности в менеджменте, то, наверное, главное было то, что, во-первых, нам пришлось начинать все с нуля. И второе, конечно, за уже твоей спиной нет той сильной опоры в лице владельца бизнеса, который нес генеральную ответственность, который добывал, рисковал капиталом, который принимал стратегические решения. Теперь эти задачи легли на нас с Лилией Ханум Буджуровой, как соучредителя Кара Денис Продакшн. Ну, с этой задачей мы вроде бы справляемся. Вот такой небольшой экскурс по истории моего успеха, но было бы правильно сказать еще о тех людях, которые мне оказывали поддержку, которые меня направляли, которые мне доверяли. Это Владимир Подсолонко, мой научный руководитель, это Азиз Абдулаев, это Нариман Мусаев, это Эрнест Хаваджин, Раметли, Эдем Ислямов, это Ленур Ислямов и Лиля Буджурова. Большинство из них были моими руководителями. Они меня действительно очень многому научили, помогали пройти препятствия и при этом, надеюсь, стать таким эффективным менеджером. Я им очень-очень за это благодарна. Ну, когда в таких выступлениях я читала, что обычно задается вопрос, а чего вам там не хватало, какие у вас еще были проблемы? Ну, я хочу призвать всех, что, конечно, очень сожалею о том, что я не знаю или очень плохо знаю свой родной язык и иностранные языки. Поэтому я призываю всех учить языки и желательно с раннего возраста, по крайней мере, сделать все, чтобы ваши дети знали. Ну и завершая свое выступление, я хочу еще раз поблагодарить нашего соорганизатора делового форума Мухаммеда Алибея за возможность поделиться, и вот сейчас тоже так смотрю, даже слегка где-то похвастаться своими результатами и сказать всем вам, что жизнь прекрасна и удивительна, когда ты занимаешься своим любимым делом, которое, как уже проанализировав, понимаешь, что трудолюбие и упорство твои, в общем, такие сильные качества, что ты постоянно нацелен на достижение результата, что ты постоянно совершенствуешься в знаниях, в навыках, в компетенциях, и когда тебя действительно поддерживает любимая семья. Надеюсь, муж меня увидит потом. Оценит. Четко, так, тах. Да, это тайминг. Я бы еще хотела призвать вас в рамках делового форума, сказать, что вообще сфера вот такой деловой активности, бизнеса у крымских татар – это еще одно достижение, чем мы можем действительно гордиться.
Все-таки имея такие уже ставшие национальными качествами, это действительно трудолюбие, это действительно упорство, это действительно способность начинать с нуля, оно породило действительно большую плеяду очень успешных деловых людей. И вот даже сейчас как бы созерцаю очень многих молодых людей, амбициозных, которые тоже хотят достичь таких высот. Мы понимаем, что мы должны дать и открыть, и помочь этим молодым людям все-таки войти в этот путь, потому что именно экономическая успешность – это основа конкурентоспособности нашего народа. Экономическая успешность – это рано или поздно, это все равно, понятно, зависит от зрелости, но все равно это потом более качественная поддержка сферы культуры и сферы образования. А это уже, безусловно, сохранение идентичности крымских татар. Вот, поэтому мы должны все сделать и в рамках этого форума дать какую-то основу, площадку для того, чтобы эта сфера была, конечно, такой у нас развитой. Будем надеяться, этот шаг будет у нас плодотворный и продолжится. Эльзар, çok sağ olunuz.